Добрый вечер, это телеканал Якутия-24, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Здравствуйте, смотрите сегодня. Большинство заражений – семейные контакты. Таким путем Роспотребнадзор объясняет тенденцию роста заболевания коронавирусом. Как работает перинатальный центр, коронавирус и беременность, женские консультации, разбор важных тем. Призрак розы. Добытый Алроса в Якутии бриллиант продали в Женеве за 26 миллионов долларов. Третий по счету. Новый Боинг пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Якутия». Чем судно превосходит остальные? 25 лет на страже живой природы Якутии. Юбилей отмечает Департамент биологических ресурсов Минохраны природы. И мастерская на дому. Хобби жительницы столицы стало популярным в социальных сетях. Дмитрий Бердников назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия. Об этом объявил глава Якутии Айсен Николаев в своем твиттере. Бердников ранее работал мэром Иркутска и первым заместителем губернатора Иркутской области. Ну а глава республики Айсен Николаев принял участие в заседании Совета Евразийского отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти». Айсен Николаев предложил провести в июне 2021 года в городе Якутске Конгресс местных властей Евразии. Главной темой станет сохранение и развитие нематериального наследия народов Евразии. Также глава Якутии предложил провести в рамках Конгресса следующее заседание Совета Евразийского отделения организации. Обратить внимание мирового сообщества на проблемы арктических северных городов, регионов, проблемы изменения климата, формирования комфортной городской среды, сохранения культуры и традиционного уклада жизни на севере. Мы первым из северных городов, Якутск, присоединился к программе профилирования жизнеспособности городов ООН «Хабитат» еще в мою бытность мэром города Якутска. В процессе работы сейчас в рамках программы эксперты ООН «Хабитат» уже выдвинули инициативу создания сети северных и арктических городов. Об открытии зимников в Якутии говорили сегодня на совещании у первого зампреда правительства Алексея Колодезникова. В настоящее время силами дорожных организаций работы ведутся согласно утвержденному графику. Таким образом, открыты автозимники регионального значения Себян на участке сел Батамай и Сегян-Кёль на движение машин массой до 20 тонн. Также автозимник «Арктика» на участке поселка Черский и границы Чукотского автономного округа. В последние годы потепление климата формирует серьезную проблему. На реках и озерах медленно нарастает лед. Это приводит к переносу сроков открытия автозимников. К примеру, основная переправа Якутск-Нижний Бестях теперь откроется примерно в первой декаде января. В Хандыге-Тампонского района в горно-геологическом техникуме состоялось рабочее совещание на ходе работ по обоснованию инвестиций по объекту автодороги Колыма-Якутск-Магадан со строительством моста через реку Алдан. Также речь шла о зимнем содержании автодороги, планах дорожных работ на год будущий и приведении в нормативное состояние участка дороги в границах поселка Хандыга. Рассказывает наш корреспондент из Тампонского района Мария Винокурова. В рабочем совещании Росавтодора приняли участие руководители предприятий и организаций Тампонского района, главы наслегов. Вопросы насущные, которые затрагивают водные ресурсы, природоохрану, интересы жителей Улуса. На стадии предпроектной разработки рассмотрено 3 варианта прохождения через реку Алдан в районе села Кискил. У нас на сегодняшний день в этом створе у нас предусмотрен мост 1068 метров. Значит, что касается длин пролетов, значит, схема вот этого сооружения, она будет состоять из пролетов, которые у нас только береговые опоры, эти самые пролеты будут по 84 метра, те, которые будут выходить на берег. Все остальные пролеты начинаются со 105 метров. На основании предварительного экономического расчета рекомендована дальнейшая разработка второго варианта, которая имеет лучшие потребительские свойства и наименьшую стоимость работ. По этому варианту трасса мостового перехода будет пересекать реку Алдан и протоку Чингыя в 1,5 километрах выше паромной переправы. Протяженность составит около 30 километров. Руководителей Тампонского района волнует, конечно, ледоходная обстановка.
ледовая нагрузка на будущий мост. Поселок Хандыга затапливало не один раз, но мы все это будем рассматривать при проектировании конструкции моста. Это мост будет или вантовый, или висячий, или будем предусматривать более длинные пролеты. Движение через реку Алдан летом осуществляется с помощью паромов, а зимой по ледовой переправе. Строительство мостового перехода откроет круглогодичное движение автотранспорта по автодороге Р-504 Колыма от Нижнего Пестяха до Магадана. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Большинство новых заражений коронавирусом старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями в Якутске происходит через семейные контакты. По данным Роспотребнадзора, по Якутии за минувшие сутки зарегистрировано 214 новых случаев заражения COVID-19, из них в Якутске 121. В основном это семейные контакты, болеют семьями, на это стоит обратить внимание, сказали в оперативном штабе. Сегодня возникает ситуация, при которой достаточно большое количество и лиц старшего поколения и, соответственно, лиц с хроническими заболеваниями, особенно по городу Якутску. Это в основном семейные контакты. Болеют семьями. И, соответственно, мы в своих учреждениях здравоохранения сегодня это видим. И у нас во многом и лежат у нас в больницах, и лечатся либо целые семьи с детьми, либо же, соответственно, именно семьи, муж, жена, дети. Поэтому еще раз хотим на это обратить ваше внимание. Вот уже третий год в Ленском районе действует программа по развитию здравоохранения. В ее рамках Ленской ЦРБ из районного бюджета ежегодно выделяется около 30 миллионов рублей. На выделенные деньги закупают медоборудование, улучшают материально-техническую базу стационаров. В этом году закупили новое современное оборудование для отделения реанимации. Провели и ремонт реанимационного отделения. На него вне программы районные власти выделили еще 2 миллиона рублей. Надо сказать, что одной программой поддержки Ленской ЦРБ районная администрация не ограничивается. В этом году медработникам предоставлен транспорт для выездов врачей на дом. С начала пандемии было организовано питание медиков, проживавших в казармах. Закупили также экспресс-тесты. Кроме этого, когда стала необходимость приводить инфекционное отделение в соответствие всем нормативным документам, то есть мы изыскали резервы, то есть обеспечили всем необходимым, таким как стиральные машины, душевые кабины и так далее. На сегодняшний момент те вопросы, которые есть в больнице, мы стараемся их отрабатывать. Ну а как на сегодняшний день работает перинатальный центр в Якутске? Может ли коронавирус отразиться на ходе беременности и здоровья малыша? Какие изменения введены в правила работы роддомов и женских консультаций? Во всех этих нюансах и темах разбиралась Полина Долинская. Беременность – это, безусловно, прекрасная пора для каждой женщины, но она и самая непростая. В этот период стоит особо трепетно относиться к своему здоровью, ведь вынашивание ребенка – это значительная нагрузка. У беременных довольно часто возникают сопутствующие заболевания. Кроме того, не стоит забывать, что беременная женщина – это не один пациент, а двое. И любая ОРВИ, не говоря уже о коронавирусе, может вызвать серьезные осложнения. И наш перинатальный центр – единственный перинатальный центр, который принимает женщин с диагнозом ковид. Наш перинатальный центр начал работать в таком усиленном санэпид-режиме с марта месяца. В нашем перинатальном центре идет распределение таких беременных рожениц. Организовано 3 зоны. Это чистая зона, соответственно, карантинная зона и инфекционное отделение для беременных и рожениц. До сих пор нет ни одного подтвержденного случая, когда ребенок появился на свет с коронавирусной инфекцией. Но есть случаи, когда дети заражались в родильном зале или роддоме. Именно поэтому в перинатальном центре Якутской городской больницы приняты все возможные меры, чтобы снизить риск заражения. Беременные и гинекологические женщины обращаются по направлению, по скорой и самообращение. И тут проводится сортировка беременных и женщин, контактные, с признаками ОРВИ, подтвержденными анализами. У нас на уровне приемного отделения, то есть распределяется. В роддомном отделении имеется 10 родовых залов
в связи с пандемией мы подразделили на чистую и на карантинные зоны. Да? Чистая у нас осталось 3 родзала, карантинная 7 родзалов. Туда поступают женщины, не сдавшие анализ на ковид. Это получается, они не обследованные на ковид поступают. Потом они у нас рожают. Пока поступали, они сдали анализ. Потом после родов они или идут в послеродовое отделение, если у них анализ отрицательный, или идут в акушерско-инфекционное отделение, если у них анализ положительный. В связи с введением дополнительных ограничительных мер также запрещены партнерские роды. Посещения в роддоме тоже не разрешаются. На выписку может прийти только 1 человек. Правила передачи посылок также под особым контролем. Во всем мире сейчас происходит эпидемиологический кризис, и многие молодые семьи откладывают планы по рождению ребенка. К счастью, в нашей республике такой тенденции не наблюдается. За 2020 год в перинатальном центре города Якутска на свет появилось более 5400 малышей, а это превышает показатели прошлого года. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. Сейчас короткая пауза, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите далее в программе «Итоги дня». 3-й по счету новый «Боинг» пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Якутия». «Призрак розы», так называется добытый Алроса в Якутии бриллиант, продали в Женеве за $26 миллионов. 25 лет на страже природы. Юбилей отмечает Департамент биологических ресурсов Минохраны природы Республики. И мастерская на дому. Хобби жительницы столицы стало популярным в социальных сетях. Чем она занимается и как продает. Это Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Нерингре прошла проверка по факту сброса сточных вод. Ранее в социальных сетях опубликовали информацию о том, что на территории Нерингринского района якобы прорвало трубу и грязные воды сливаются в почву. Для проверки этой информации в зону деятельности горно-обогатительного комплекса «Денисовский» выехали сотрудники Нерингринского комитета государственного экологического надзора. В ходе обследования провели осмотр очистных сооружений, отстойников шахтных вод и прилегающего трубопровода. По результатам осмотра установили, что ведутся ремонтные работы по замене пластиковых труб на металлические, идущих к отстойникам. Вследствие остатки шахтных вод, которые находились в трубе, они по ливневой, так скажем, канаве сливались в приямок и дальше опять транспортировались на отстойники. Загрязненные воды в русло ручья Дежневки попадением не зафиксировано. 25 лет на страже живой природы Якутии. Так, ровно четверть века назад, в октябре 1995 года, по инициативе первого президента Михаила Николаева, был создан Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики. И вот на протяжении 25 лет ныне дирекция биологических ресурсов является одним из крупнейших структурных подразделений Минэкологии Якутии и выполняет важнейшие природоохранные задачи. Среди них сохранение и обогащение биологического разнообразия, обеспечение функционирования особо охраняемыми природными территориями регионального значения, введение Красной книги Якутии, охрана, учет, мониторинг и воспроизводство численности охотничьих ресурсов. Кроме того, дирекция успешно реализует такие широко известные проекты, как расселение овц-быков, медвежий патруль, реакклиматизация лесного бизона и многое другое. Республика первым в Российской Федерации зарезервировала 20% своей территории для создания особо охраняемых природных территорий, и была сформирована система ТКРЕС-ДЯР. И, естественно, начались работы по завозу лесного бизона с Канадой, и они были первая партия была завезена в 2006 году. Также мы участвовали, опять же, была очень сильная орнитологическая служба. На основе этой орнитологической службы сохранена полностью популяция котолыка, стерха, и в этом году организован национальный природный парк «Котолык». Добытый Алроса в Якутии бриллиант под названием «Призрак розы» продали в Женеве за $26 миллионов 600 тысяч США.
Розовые алмазы – это довольно редкое явление в природе. Кроме того, вес только 1% из них превышает 10 карат. Приводятся слова главы Международного отдела драгоценностей Соутсби Гарри Шулера. Отмечается, что оценочная стоимость драгоценного камня весом почти 15 карат составляла от 23 до 38 миллионов долларов. Бриллиант овальной формы был изготовлен из самого крупного розового алмаза, найденного в России. Он был назван в честь балета Михаила Фокина «Призрак розы», впервые поставленного в труппе русского балета Михаила Дягилева в 1911 году. Третий по счету Boeing 737-700 пополнил парк воздушных судов авиакомпании «Якутия». Какие преимущества у данной модели и по каким маршрутам будет летать теперь новый самолет? Репортаж Дмитрия Тымырова. Вот так выглядит салон самолета Boeing 737-700. Он является одним из самых популярных во всем мире. К слову, здесь хочется отметить, что это третий по счету Boeing данной модели у авиакомпании «Якутия». Они его приобрели в лизинг у самой крупнейшей лизинговой компании «Джигаз». В целом авиакомпания «Якутия» осуществляет программу расширения парка воздушных судов за счет воздушных судов типа Boeing 737-700 в целях подготовки к обеспечению выполнения полетов в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск в 2021-2022 годах. Соответственно, у нас в 2019 году были уже введены в эксплуатацию два воздушных судна Boeing 737-700. Они успешно эксплуатируются авиакомпанией. И в этом году, вот буквально в начале ноября, в Якутск прибыло новое воздушное судно, уже третье по счету. Усовершенствованные двигатели, новое крыло и хвостовое оперение. Большее пространство между креслами и в проходе. Удобное размещение багажа пассажиров в просторных отсеках для ручной клади. Эта модель эксплуатируется авиакомпанией «Якутия» уже более 10 лет и показала себя только с лучшей стороны. Самое главное, судно выдерживает природные климатические условия нашего региона. В компоновке авиакомпании «Якутия» вместительность составляет более 140 человек. Дальность полета данной модификации составляет 6000 километров. Один из основных показателей также является короткая дистанция пробега после посадки, которая составляет менее 1500 метров, что позволяет включить его в план эксплуатации из аэропорта Якутск на период реконструкции взлетно-посадочной полосы. Сейчас новое воздушное судно ждет ввода сертификации эксплуатанта, а уже после начнут совершать полеты. Основные его маршруты будут из Якутска в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск. В планах авиакомпании приобрести до мая следующего года еще два судна данной модели. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. Хобби жительницы Якутска стало популярным в социальных сетях. Девушка выложила фотографию балаклавы, или иначе лыжной маски, которую шила сама. Изделие так понравилось пользователям, что уже начали поступать заказы. Каждая балаклава индивидуальная, мастерица сама подбирает и размер, и цвет изделия для каждого клиента индивидуально. Все подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова. Перед началом работы мастер тщательно измеряет каждый сантиметр материала. Ведь качество будущего изделия во многом зависит от правильных замеров. Сарглана рассказывает, что шить научилась еще в детстве, но потом на многие годы забросила свое увлечение. Вернулась к нему по случайному стечению обстоятельств. Недавно я разговаривала с подругой, она попросила меня сшить ей балаклаву. И я ей шила, и ей понравилось. Вот я с тех пор решила. Каждая балаклава шьется по индивидуальным меркам. Девушка отдельно подбирает материал и цвет каждого изделия. На работу над одной моделью уходит от 1,5 до 2 часов. Сарглана признается, что больше всего времени занимает монтаж изделия, то есть сборка заготовленных деталей. Эскиз Сарглана придумала сама. Девушка занимается сноубордингом, и балаклава является частью экипировки. Перебрав готовые модели и не найдя подходящей, она решила создать идеальную для себя маску собственноручно. Искала нормальные модели балаклав, покупала в интернет-магазинах, но посадка мне не нравилась. Поэтому я решила придумать свою модель. Шила ее, получается, руками и носила ее. Сноубордистам, моим друзьям, понравилась эта модель, например, и они просили мне шить.
Фотографией готового изделия девушка поделилась с пользователями социальных сетей. Итоговый результат так понравился людям, что с Аргалани стали поступать заказы. Почему я выбрал эти балаклавы? Потому что они реально очень крутые, стильные, теплые, очень приятные на коже. Смотрите, у меня даже есть тут мои инициалы. В будущем девушка планирует расширить производство и помимо балаклав начать шить и другие изделия. Сейчас она думает над разработкой модели теплой кофты. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Таковы итоги уходящего дня. Мы следим за развитием событий. Смотрите телеканал Якутия-24. Будьте с нами, берегите свое здоровье.